بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أشتش في المسنية إن شاء الله مهما تحتش وجوه عن إت بريت من تيا غرمو توشي بول دا ودا حب ويك إزجي دا دول الله عن سوز إنترنت واغش عن موتي غلغي كميتات فيسبوك شي تاع بوستي وقناة إرز بوزنر ياخش تاع جورناليستوك إرسي دوك بيداج دتسنجا جورناليستجا كيرس جوز مش تي بولي تاع شيء ليبرالني زلاد جوش ساجوز صول صوغ أتيست وز مو ووج ورا دوق وزرين جوش ساجوز سيجدان ذا ازدو تجي دوق جورناليست ورا قحيجا بوغدا تاع وين إلمجا يديني دوزرجا انفورماتسي ورا وين بيدني دوز دوق بلغش داوز نو حد ازدو ستاقت تو بوزنرو лекции штилж мотик жлилецу теге цаш тхуаде хаях кайыз видео цата йохцу скафказ гейн ганзе дакастги эзох вейх шейбу эрси буцу буцу шей пачалк дакастги скафказ йох дацэкъяст чӏэгяц отвалится йох ханялчы они другие йохцу они не русские مش تبلت سوداء قناة على كورت بوش قناة نيس يوختو جين ганзе خمس ددو اش حمدز они другие يا أخي كياقد ментально дын уараха культурный уарах توشهلق بس كультур شي ملوجو واغون جوي حالات شي موت بلي قدر دلي فيلسوفيا жизни ياخش حمدوين هي دنيا وين مش دوس مش تقوين وين ديك خير ترفض مو خير ترفض شي ملوج حم современный мет дяхкаче стиль жизни оqtsna إذا تعبر شو نخدي داخل بارلون صودق قلچه Barcelona jdu qolçı geyin ganze xıldiyejde yoqçu ve da qastır izin xoşdu no ve tarhar yoq hajıç teşka ve daxçı so ve tarhar و حاجيت ve daxarı واخر نقبي so ersiş sarı xanış bu واخر نقı iz تيجي خن بواتسلك تيجي خن باتس برت بولش خن باتس da imanı ve ta'zira qalır halsı dul tşanıp az هنسون غاسقي بوامبر يعني قتشن يعني غاسقي دوق بيستر يعني يقي داق تا اوبش بوتج خالج دوست يجداس خوش دقين مسنين خار تصغ دقس داق اس خن دقيات ازر شرج دادي عندات حز دقياتش ويتاش كادخش كوج دقس تغا اتشو حل ويتاش دغش اتشو حل تاش دغش تغا اتشو حل تاش دغش شوز تشو تاش دغش خار شوز اتشو مسوز يدقه تحبهاش ديان داسق سو بعشرة وين تغاسقش كره بلغل بال باتسوش تملغ بالبال بواتش بري كمن تبين بال بشان از بوتر تاقد سو توش سو ترحرو حاجيت وي بالاج لوش حد يحكلك تاخد صوتي حاجه حن شوتي ايرم خندي حن شوتي حاجه كيرت واو حقيلا чистого листа дыкы скерт واو حقيلا دادولو دوي انا صدوبيا يدوش لنا حمداتي حنشول تحادر ديك خدها مدر الچ دو قانل ور خوجو كيش لوجو تارجره تظلم درجش قما چواتن بو ظلم خلرك شي كويواتش نصو حت از دو توالت قارغون سو دو توالر فت خار قما يقي تيب ارتامش نخل شي علاج ور نخل وين سو قمص دوزدن دوزو حماشكح سو قمص خار قمص دوزدن دول حما حمقحا
цингаха илаж барш олуш халиш олужды цукамынц ши доглазырцайцыныз бухду алждыли. Нагахсан искамынц доглазырцыныз бухду алждиети шин хош халиш олждыз. Цин хет издик дулцын. Багды издик дат. Мыллык заман ве халятч. Мыллык чкамын удниета ухлят букута мелдужду камажве дагердия халятч. Цар мел булчар вей терхер дыстыч истории хажич. Вейн гудды да иманы ца шин тердулж. Да иман одинаковый. Цатырдул же цахам. Ши милдер баш дали цахам. Футыз. Тевиен мастахчо унулдер. Тевиенч мастахч улк лилдер. Тевиенч мастахчынс юк моттиглили шиqama тылахтыр. Тевиенч мастах чингахвянны шиqama верзулдер. Верзул яр. Фут предательство. Да иман мулу архыжды. Мыллык аманики. Хал Африки бен хуббишу барзындан. Гуна чаделла, гибах биелла, копье бибелла, удажливо африканчи бен хуббишу. Цар ваш хватти, цар мот, амыбе. Цар де абдышу сиду ачамдыся. Чисак баш ваш ушамдас. Сындоха мучах качгыртыжу. Тагын рждина. Цукама дикдер хлыш дикхетыж вусо яхажду. Акеш де хам проект аддыкуйцу. Я хаилнигет мнений. Цутывенче мостагчын томбеж изелье. Яцу мостагчо мута хылвез ях изелье. Яцу мостагчын вейкл хылвез ях изелье. Хаилнигетті верзи игнигетті. Хылх ети дикрети. Условностиш. И условностиш. Ижма яхтихи мелисар. Вейцар дуады ди қарзы ди изнилдер условностиш ма яхтиш. Бехкімш. Ақсомы чаққач гыртыш дучты аз. Ал Facebook чы комментарий бәлгейнерсун. То комментарий ты яздят сансагу. Ашты ачывян ацидишчы. Ачуалой хатсын телефончы. Камел даже ачуал жгусы. То поздно рудяду уж камела калездят ухсагу. Бухтерня уерши. Беду ждать бухтерня у малахтейкм были гарко были масна бож бухтеш и лажунах. Угуёх, в чьи руки или под чье влияние попадет отвалившийся Северный Кавказ. В чьи руки или под чье влияние? Эгер халхы изначально газ эрсиметл не яздалит, да эрсиметл на русском продолжим, раз на русском написано. Изначально начнем с самой постановки вопроса. В чьи руки или под чье влияние? Быть в чьих-то руках и находиться под чьим-то влиянием – это принципиально разные состояния. Даже если мы берем вот этот тезис, где человек говорит, чьи руки или под чье влияние. То есть он ставит как будто бы знак равенства между попаданием в руки и попаданием в влияние. Поэтому мы должны понимать, что это принципиально разные состояния. Это как свободный гражданин испытывает влияние государства. Платит налоги, есть институт насилия, и все, что с этим. Правила дорожного движения, заканчивая через СМИ, пропаганда и так далее. То есть обычный гражданин, каждый из нас, испытывает влияние государства, так или иначе. Никто не будет спорить. Но также есть в государстве заключенные в тюрьме, которые находятся в руках государства. То есть здесь принципиальная разница. То есть в руках государства они находятся, можно сказать. Также есть пленные, которые находятся в руках другого государства. Вот в Украине, допустим, есть пленные российские. Также есть заложники,
которые находятся в руках, например, колумбийской мафии, картелей, все это принципиальные разницы. И здесь неправильно вот это все суммировать и обобщать одним словом. Это принципиально разные вещи. Потому что влияние оставляет возможность выбора, а господство, это когда ты в руках, оно его исключает. И я не удивлен, почему этот человек именно написал вот таким образом, поставил знак равенства между этими двумя принципиально разными состояниями. Дело в том, что арабское мышление человека, в нем нет понятия свободы. Очень важно. А, Но есть понятие воли. Вот воля и свобода для него одно и то же. Он не видит разницы между этими вещами. Но это разные состояния. Я объясню, в чем разница. Воля– это возможность делать все, что ты хочешь, но не отвечая за последствия. Например, ребенок, мы его оставили дома, он волен делать все, что он хочет. Родители ушли, он привел друзей, что-то сломал, что хочет, он делает. Но ответственность за это, все, что произошло, выпал он из окна, привел не того в дом кого-то и украли что-то из дома, сломал что-то дома, ответственность несут родители. А свобода– это выбор вместе с ответственностью. Свободный человек сам решает, как поступать им, и сам отвечает за принятые решения. И самое важное, что раб, как и ребенок, такой ответственности не несет. За действия ребенка, как я сказал, отвечают родители, а за действия раба отвечает кто? Его хозяин. Поэтому воля освобождает от ограничений, а свобода требует, чтобы ты был осознанный, взрослый, понимающий. Вот это очень важное состояние. Если очень-очень просто сказать, чтобы мы все вот максимально поняли, какая разница между волей и свободой. Воля– это когда человек говорит, не запрещайте мне. А свобода– это когда человек говорит, я сам решу. Вот это принципиальная разница. И это вопрос психологии. Вот почему я это говорю, почему этот комментарий имеет место быть, то есть он материализовался, скажем так, в его голове и очутился на нашем канале. Не потому, что это плохой человек, скорее всего. Просто он сам того не понимая, находится под влиянием рабского мышления, навязанное им нашим колонизаторам, то есть русскими. А русские, как известно, они поработили самих русских. То есть русские– это, наверное, одна из немногих наций на свете, которые не привозили их из Африки, из других стран. Они превращали в рабов собственное население. То есть классовый разрыв, одна часть начинает порабощать другую. И вот это рабское состояние этих людей, как я сказал, оно исключает возможности мыслить свободно. То есть ты не можешь пользоваться тем, чего у тебя не было никогда. Вот даже был социологический опрос в России, что они считают необходимым, я сейчас дословно не помню, ну, что для них необходимо, первичной необходимостью они считают для хорошей жизни, скажем так. И там много пунктов, там дешевое жилье, пусть будет там много-много разных пунктов. И так вышло, что свобода СМИ и свобода слова то ли на 12 месте, то ли на 20 месте у них там оказалось в этом списке. Все, что они первые выбирали, это материальные вещи. И почему так?
это все исходит из менталитета людей. Человек не может желать того, чего у него никогда не было. Вкус чего он не знает. Вот не ел он, вот такой фрукт он не ел никогда, экзотический. И он не мечтает о нем, потому что никогда его не пробовал. Вот то же самое здесь. Он никогда не чувствовал настоящей свободы. Настоящей свободы, где он имеет собственное достоинство. И мечтать, соответственно, об этом он не может. И здесь речь идет о комментарии, который этот человек написал. И когда он пишет, под чье влияние или в чьи руки это Кавказ попадет, именно исходит из того рабского мышления, которое перенесено в голову наших кавказских людей. Это же кавказец пишет, ингуш. Именно из-за этого он не мыслит себя без хозяина. Он не мыслит вообще, даже в голове не укладывается у него. Как такое может быть? Что если уйдет русские, значит придут другие хозяева. Вот это очень важный момент. И оттуда идет вот это состояние, волю, возможность действовать без ответственности. И свободу, которая предполагает самостоятельный выбор. Поэтому, когда мы говорим о свободе, они начинают говорить, да в мире нет свободных государств. Все зависят. Да, они зависят. Но вопрос в том, что они вольны выбирать. Они вольны выбирать. Они вместо них выбирают. Потом дальше там человек пишет, тоже очень интересный момент. Он пишет, такая попытка уже была, и она показала свою жизнеспособность, даже не начав действовать. Ведь понятно, откуда, из какой туманности Альбиона дует этот ветер свободы для Кавказа. Намек на англосаксов здесь. Дальше он это проговаривает. Именно англосаксы ищут возможность вернуть свое былое а, пиратское могущество на земле и на море, и влияние на свои колонии. Спросите у индусов, говорит человек, и пакистанцев, что такое английский колониализм. И тогда российский империализм вам покажется детской забавой в песочнице. Вот на этом месте я остановился бы поподробнее. То, что человек говорит, не состоялось, мы видели, он, видимо, Ичкерию имеет в виду, скорее всего. Пример абсолютно неподходящий по многим факторам. Туда влезать я вообще сейчас не буду. Пусть будет хорошо. Вот смотрите, второй тезис, где человек попал под влияние пропаганды и сам ее транслирует, скорее всего, сам того не понимая. Даже если принять оценку, вот мы посмотрим официально, в Википедию зайдем, я специально зашел в Википедию, посмотрел, потому что я знал, я был уверен, что более кровопролитной, более человека ненавистнической страны по отношению к ингушам, кавказцам в целом, в мире быть не может, и не могло, и не было никогда. Но даже если мы столкнем лбами насилие, которое случилось над ингушами, совершили русские, и сравним его с теми индусами и пакистанцами, о которых этот человек пишет, я уже знал, что это несопоставимо. Я специально зашел и посмотрел. 30-40 миллионов умерших от голода в Британской Индии. При населении 250 миллионов на тот момент было, если я не ошибаюсь, по-моему, 250 миллионов было. И это примерно процентов населения вот того времени. А теперь посмотрим. Численность ингушей за 9 лет депортации сократилась почти на 40%. Вы можете себе представить? 40%. Это же колоссальная разница. Представьте себе, 12-16% британское. И британцы
вырезали, ну, заморили голодом индусов. И 38-40% ингушей русские. И человек, абсолютно не разбираясь в своей истории, не зная этих фактов, не зная, что в 3 раза больше получается, да, в 3 раза же больше получается, если 12% взять практически, даже больше. Ну, пусть будет в 3 раза больше ингуши пострадали, и чеченцы в том числе, пострадали от русских, чем индусы пострадали от британцев. И этот человек говорит, что русский империализм вам покажется детской забавой в песочнице. Вот что значит быть зомбированным. И дальше человек говорит, однако проблема в том, что этот пресловутый ветер свободы, если случится, не приведи Господь, говорит. Представляете, человек против свободы делает дуа. Вот это есть квинтэссенция рабского мышления. Когда человек, раб, колонизированный, я не говорю, что он буквально в смысле раб с кандалами на ногах, понятное дело, но он делает дуа, не дай Аллах йохцу, что мы будем свободны. И этот ветер свободы выветрит все, что осталось самостоятельно в народах Кавказа. Да смилуется над нами Создатель небес и земли, да убережет он нас от коварства и подлости мерзавцев типа Лоуренса Аравийского и короны, которые они служат. Хорошо. Поэтому то, о чем мы здесь обсуждаем, это психология людей с рабским мышлением. Смотрите, я принципиально начал свой разговор на ингушском языке, монолог у меня вступление было, может, кто-то не понял. Я коротко объясню, почему я сделал на ингушском такое длинное вступление. В этом вступлении я объяснял, что у человека может быть разное мнение о своем народе, о политическом состоянии, о будущем своего народа, о политическом будущем своего народа. Это абсолютно нормально. У него может быть такое мнение. Но это мнение не должно совпадать с мнением твоего колонизатора. Ты можешь приводить объективные или субъективные аргументы в пользу того, что нахождение в составе или нахождение в тюрьме или нахождение в рабстве сейчас, в данный момент выгодно, лучше и так далее. Ты можешь сейчас это мотивировать какими-то конкретными тезисами. Вот в данный момент. Но в целом поощрять, легализовывать, наоборот, навязывать само понятие рабства ты не можешь, не будучи ментальным рабом. Понимаете разницу? То есть ты можешь здесь и сейчас оправдать какое-то преступление, вот конкретное, но эту саму практику, вот эту, убийство или насилие, ты никак не можешь оправдать. Если человек застрелил другого человека в самозащите, ты можешь вот это убийство конкретно оправдать. Но в целом убийство ты не можешь оправдывать людей из-за этого конкретного случая. И здесь проблема в этом комментарии, в котором человек пишет. Он не оправдывает наше состояние здесь и сейчас из-за отсутствия каких-то возможностей. Он оправдывает само рабство и делает дуа против возможной свободы. Вот это и есть, как я сказал, апогей рабского мышления и ментального рабства. Махмед Хачвалар, Махмед Ахалот гивит микрофон. Салам алейкум варахматуллахи варакату. Контр Долуш, я опять в дороге. Кезик тягался все. Тут Башир Сивух хочет что-то сказать очень сильно. Анзар, может, дадим слово? Когда в Я конце ничего. уже, Ничего, когда может быть, жовтел бизбо хатр худохцасаги. Ладно, он отключился. Хорошо, тема как бы
Ассаламу Алло. алейкум, приветствую всех. Алейкум Алейкум салам. салам. Я хотел просто выразить благодарность Абдулла Шамилю за его двухчасовой эфир. Вот буквально 4-5 дней назад он в своем канале выставил его. Вот этот момент я хотел сказать. Мне понравился его двухчасовой ролик. Молодец. Да, Абдуллах Шамиль, он, конечно, огонь. Он просто профессионал. Очень качественный, очень профессионально снятый ролик. Пусть Аллах воздаст Абдулле Шамилю. Я бы немножко дал бы контекст по поводу Абдулла Шамиля. Многие не знают, кто этот человек. Я его очень неплохо знаю, но не буду говорить всего, о чем говорить не могу. Но в целом его здесь нет, поэтому я могу, чтобы широкая общественность, кто нас слышит сейчас, знал, что этот человек, по милости Аллаха, очень скромный человек на самом деле. Он скромно живет, скромно занимается своей деятельностью, никогда не пытается выделиться, умничать где-нибудь. Бывает человек, у него есть знания, и он что-то все время хочет высказать, первее и так далее. У меня был один случай с ним. Мы оказались за одним столом. Это было 3-4 года назад. Это коротко расскажу, чтобы вы понимали портрет этого человека. И за этим столом сидели один доктор, два доктора наук сидели за этим столом. Один экономист был, второй доктор исторических наук был, и третий сейчас уже доктор, но на тот момент он не был доктором. Он закончил шариатский университет в Египте, который известный. И знакомство шло. И Абдулла Шамиль тоже сидел. И знакомство шло, и каждый говорил там, я такой-то, там, такой-то, я закончил там, такой-то, я доктор чего-то, я доктор всего-то и так далее. Так круг шел. И, и мы дошли до Абдулла Шамиля, и его спрашивают, а ты? Он говорит, я, говорит, работал, говорит, в библиотеке. И все так засмеялись. Он говорит, а образование? Он говорит, просто работал в библиотеке. То есть настолько скромный человек, что он абсолютно без пафоса просто отшутился. И это было настолько уместно в контексте того, что каждый пытался там максимально рассказать свою биографию. И вот такие моменты ты понимаешь, что человек, альхамдулилля, скромный, раб Аллаха. Пусть Аллах сделает его еще лучше, чем мы о нем думаем. Мухаммад так, хайкамял дия. Oddźwisu. Алло. Oddźwisu. Дия уду чуахузжу. У нас как бы тема эфира сегодня о том, что бензин дать и ход дать. Дело вот в чем. Где-то около 2 месяцев, может быть, чуть больше назад, мы в эфире поднимали этот вопрос о том, что всю Россию ждет бензиновый голод. И дизельный тоже скоро придет. И на нас посыпалась куча обвинений в том, что мы там занимаемся Кассандрой, там какие-то предсказания делаем и так далее. На самом деле, вот были пара человек, которые вышли на меня, спросили, ты как бы, это все очень серьезно? Я говорю, это более чем серьезно. Мы с ними обсуждали, что делать. Я говорю, как минимум, бензин такая штука, ты не можешь в домашних условиях создать себе там запас на год, даже на несколько месяцев. Это крайне сложно. Как минимум нужно искать альтернативные источники. Да? И человек послушался, и он, и себе, и брату, они поставили газовое оборудование. Оно тогда стоило еще как бы человеческих денег, да, сейчас оно уже, как мы знаем, стоит в разы дороже. И вот я, наблюдая за тем, что происходит, очень внимательно, и могу, ситуация будет критически ухудшаться по нескольким причинам. Дело в том, что все НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, они работают с химией. Это очень реактивная, очень агрессивная среда. И
Нефтяники этого очень не любят, но им приходится, они теряют на это большие деньги, но им приходится уходить на сервисные ремонты. То есть им приходится уходить на обслуживание. Если они этого не сделают, то там просто все летит. И вот когда Украина, а это не только Украина, понятное дело, что это делается при поддержке союзников, а, всего, так скажем, коллективного Запада, когда они готовят эту или другую любую операцию, они продумывают не только последствия ударов, да, но они продумывают еще и последствия последствий ударов. Почему? Потому что логика русских и логика на Западе, она абсолютно разная. Если у русских, например, всегда была проблема с электроникой любого типа, то на Западе этой проблемы не было. Поэтому русские придумывали, например, «Град», который бил просто по площадям, а на Западе придумали «Хаймарс», который бил там с отклонением, я не знаю, 10 метров, но когда там 200 килограмм взрывчатки или больше взрывается, то вообще не имеет значения 10, 5, 20 метров. И точно так же они бьют по этим НПЗ, они продолжают сегодня или вчера Ярославский очень-очень крутой, очень крупный НПЗ уже который раз. То есть они не бьют один раз и уходят, они бьют и добивают. И вот правительство потребовало от всех НПЗ, чтобы они не уходили на плановое обслуживание, не уходили на сервис, чтобы продолжали работать, потому что правительство России эту проблему решить не может. И что происходит? Они попытались ее решить тем, что там будем завозить откуда-то топливо. Ну, хорошо, из заводов, по-моему, Роснефти в Индии, куда отвезли российскую нефть, там ее переработали. И вот когда бензин пришел, он вышел по 150 тысяч рублей за тонну, при том, что на внутреннем рынке тонна бензина стоит 70. Его долго-долго там не покупали, потом правительство каким-то образом проспонсировало, выставили его на биржу в Санкт-Петербурге и продали, по-моему, по 100 или по 110. Но этот эксперимент показал, что танкер шел месяц туда, месяц обратно. И бензин становится реально золотым. Сейчас президент Франции Макрон упорно как бы проталкивает идею, чтобы наложить санкции и на ввоз бензина, чтобы за ввоз бензина, те, кто будут завозить, это будут, конечно, делать компании, чтобы они получили кучу проблем, санкций, там, блокировку счетов. А заводы, которым запретили или уходить на обслуживание, это значит, что это уже не просто отложенная какая-то проблема, это уже отложенная катастрофа для завода. То есть еще там какое-то время никто не знает точно, там, не может вам сейчас никто сказать, а даже те, кто знает, они об этом не скажут, потому что теперь это государственная тайна. Завод может с этим оборудованием, оно может накрыться через неделю, оно может накрыться через месяц. И это не проблема одного завода, это проблема всех НПЗ. И удары по ним будут продолжаться. Соответственно, там вот были длинные расклады о том, что вот эти цены на бензин, это, по-моему, даже школьнику, там, который закончил среднюю школу, понятно о том, что цены на бензин потянут за собой цены на продукты. Сейчас у фермеров практически вот эти удары по НПЗ и вот эта вся экономическая политика российского правительства, она убила практически малое фермерство. Я бесконечно слушаю эти интервью этих фермеров, которых там от 100 до 1500 гектаров обрабатывают, что они стоят в очередях по 5-10 часов, чтобы получить 150 литров солярки. При том, что комбайну там, по-моему, нужно 300 литров в день при уборочной, при уборке урожая. И чем дольше тот стоит в очереди, тем больше зерна осыпается, потому что там очень короткий период, когда надо успеть эту пшеницу собрать. Плюс из-за ударов дронами блокировали Черное Азовское море. Это значит, зерно вывести не могут. Сейчас уже собрали 70%, по-моему, урожая, и говорят, что его гораздо больше, чем в прошлом году. С одной стороны, можно было бы порадоваться, но радоваться нечем, потому что емкостей для хранения такого объема нету. Нужды в таком объеме зерна, там, пшеницы, по-моему, 4 категории, тоже нету. И Россия столкнется с тем, что зерно упадет, большие агрохолдинги хорошо как-то с этим справятся, выдержат, но потом же нужно засевать озимые.
Это как бы основной источник дохода сельского хозяйства. А для их засева нужны деньги. Для, там, я не знаю, гербицидов, пестицидов, солярка элементарная и так далее, и так далее. А на это денег не заработано. То есть будет коллапс нефтянки, будет коллапс сельского хозяйства, и это все отразится на нас. К чему я все это так длинно рассказываю? К тому, что а, вот те люди, которые... Я знаю, что в Ингушетии специалистов по колониальной политике Британии, там, по колониальной еще там, по захватнической политики Соединенных Штатов, ну, больше, чем во всех университетах США и Британии. Они очень хорошо знают, насколько это ужасно, насколько это плохо и насколько прекрасно в России. Так вот, сейчас многим придется очень серьезно обновить свои знания о том, как плохо в России, о том, насколько российское правительство бездарное и о том, насколько российское правительство кровожадное. Потому что Украина выносит экономику, Украина выносит заводы, Украина выносит масс-маркеты, а Россия просто вот, клянусь, я в Украину приезжаю, да, и вот честно вам скажу, 99% это просто вот то, что они вот, кто из Чечни, кто из Грозного, они прекрасно помнят, да, как Россия сносила кварталы. Те, кто помладше, кто наблюдал за тем, что происходило в Алеппо, тоже видели. Россия просто убивает людей. Я когда-то сказал, что у меня такое чувство, что русские любят это дело. Они просто очень любят убивать людей. И на меня обрушились обвинения, да нет, ты вот утрируешь, ты там перегинаешь. Ну вот сейчас выступают депутаты этой государственной дуры. И что они говорят? Мы будем бомбить города, пока люди оттуда не выйдут с поднятыми руками. То есть останавливаться они не намерены. От того, что они бомбят города, убивают женщин, детей, стариков, там, какие-то торговые центры с массовыми жертвами, на армию, ни украинскую, ни любую другую, это не влияет от слова экономически, там, по военном смысле вообще никак. Морально это вызывает озлобление. Они мотивируют людей идти в армию и воевать с этим агрессором, потому что это уже не вопрос того, что там за Зеленского, против Зеленского, там, за Украину или против Украины. Вообще этого вопроса не возникает, когда у тебя убили семью. Ты идешь просто убивать тех, кто убил твою семью, кто убил твоих близких. И Россия штампует. Об этом еще говорил, если я не ошибаюсь, в 96-м или в 96-м или в 94-м генерал Лебедь, который был тот еще людоед, но очень хорошо в этом разбирался, и он объяснял механику войны в Чечне, что вы получите людей, которые хотят больше умереть, чем вы хотите жить. И вот Россия и в Чечне плодила таких людей, и в Сирии таких людей создавала, и сейчас в Украине создает. Но для ингушского народа, который как бы, ну вот есть комитет ингушской независимости, где собрались люди, которые собрались только с той целью, чтобы этот народ был готов к тому или подготовился, скажем так, к тому, что это Богом и людьми проклятое государство, да, что оно рухнет. И это только вопрос времени. Потому что те руководители, которые сейчас есть в России, та политика, которая есть в России, тот русский народ, так скажем, государствообразующий, который хочет этой войны, и Путин, в принципе, я считаю, только исполнитель его воли, они до добра не доведут. Они в любом случае приведут эту страну к краху. Нету у Запада никакого плана развалить Россию. Нету у Запада никакого плана, и у Востока нет, и ни у кого нет ни плана развалить Россию, ни плана спасти Россию. Но мы, поскольку жили в этой оккупации, уже 200 лет мы находимся, мы видели все. Наши бабушки и дедушки, прадедушки и прабабушки все видели. Видели, как рухнула за один день Российская империя. 300 лет. Империя рухнула за один день. Николай отрекся, все, исчезла империя. Как рухнул Советский Союз, тоже видели. Тоже это произошло за считанные, сколько там, 3 дня в августе 91 года. Соответственно, нет никаких сомнений, да, если это было первый раз. Знаешь, первый раз это вопрос,
Первый раз это случайность, второй раз это вопрос, третий раз это закономерность. И вот то, что это будет каждый день, вот люди, которые просто не изучают на углах где-то в Назране там, или в Малгобеке, или в Слепцовске британскую политику в Индии там, в 19 и 20 веке, а те, кто хотя бы чуть-чуть в цифры смотрит, они прекрасно понимают, что цифры говорят, эта страна хочет себя угробить. Она себя угробит. Об этом говорят. Мы публикуем у себя регулярно на телеграм-канале, на фейсбуке, на инстаграме. Смотрите, пожалуйста, вот, что они делают. И есть как бы люди, которые говорят, да нет, все нормально будет. Это люди либо враги ингушского народа из числа ингушей, которые говорят, да не пронесет, да куда там, да у России столько всего и так далее. То им Китай там помогал, сейчас уже, если вы заметили, о Китае никаких разговоров нет. Или же это люди, у которых просто вместо мозгов, я считаю, какой-то русский гной. Потому что объяснить, когда ты говоришь, смотри, вот, там, по фактам, по цифрам, столько-то НПЗ, говоришь, что они выбивают именно те НПЗ, которые делают бензин. Вот именно которые делают бензин и долбят их до последнего. Да? Они выбивают в Wildberries сначала, самые крупные склады жгут. Потом они переходят к озону, начинают добивать озоновские склады, делая для людей все те товары, которые шли через масс-маркеты, дешевые и так далее, делая их дорогими, делая их недоступными, обрушая экономику, просто делая это последовательно, делая это с замыслом, делая это по какой-то программе. А не, нормально, там все. Вот когда просто ты живешь во Франции, в Германии, там, еще любят те, кто живут в Европах, ингуши, любят поговорить на тему, что ой, тут тоже тяжело. И ты задаешь, тебе где тяжело? Ой, сейчас все стало дорого, да? А ты когда на заправку едешь, ты сколько в очереди стоишь? Ну, я не стою в очереди. Ты когда себе там через Amazon или через какие-то локальные, они везде в каждой стране свои сейчас пооткрывать, масс-маркеты, я говорю, у тебя есть возможность, что ты там что-то покупаешь, перепродаешь, что вот ты это все потеряешь? Ну, такого нет. То есть люди просто уже не понимают, что происходит. В Европе они расслабились, у них все хорошо, они получают деньги, потерял работу, получаешь хороший социал, еще если была хорошая работа, тебе там, по-моему, сколько-то месяцев 70% зарплаты платят, пока ты не найдешь себе новую. Они не понимают того, что нас ждет дома, в том, что у нас, именно у нас, в Ингушетии, нету своего нормального сельского хозяйства, нет своей промышленности, нету ничего. У нас есть только красивые разговоры властей. Вот сейчас я слушал последнее выступление, ребят, Махуш, последнее выступление Путина, и я думаю, где-то я все это слышал, что нашей экономике никто не навредил, не навредит и навредить не может. У нас надои растут, там покосится и так далее. Я думаю, вспомнил, это же Мурад Магомедович Зязиков. Вот просто то, что сейчас говорит Путин, это ровно это же самое в начале 2000-х нес каждый день Зязиков. Из каждого утюга нам рассказывали про миллионы квадратных метров жилья, про завод мачтовых антенн, про завод каких-то там радиаторов, какой-то стекольный завод. Все, кто жили в республике, прекрасно понимали и видели, что ничего нет. Но он это нес до того дня, пока его там не выкинули. И вот это их как бы КГБшная суть, да, они тебе пытаются продать свою реальность. И, к сожалению, среди нашего народа, среди пишущих людей, которые там выступают в Инстаграмах, Фейсбуках и так далее, они вот из этого ложные надежды. На самом деле у нас это очень опасно жить ложными надеждами. Разочарование бывает очень горькое, и нам всегда, ингушам, приходится платить по двойному, тройному тарифу, потому что, когда вот это разваливается, потому или не готовы бываем,
или мы оказываемся в таком, что нам просто деваться некуда. И вот мы сейчас постоянно в комитете обсуждаем, что бы, как бы сделать, как бы к этому моменту лучше подготовиться, наладить какие-то международные связи, наладить то, наладить третье, наладить десятое. И в ответ мы слышим либо вот это вот речи Мурата Магомедовича, что все у нас хорошо, да там, все, да там, вот-вот, либо же вообще просто вот полный игнор. Вот смотрите, сейчас надвигается, там, через пару месяцев уже наступают холода и так далее. И Россия намерена уничтожить там всю энергетику Украины. Окей, вообще, не проблема. Они уничтожают энергетику Украины. Тут огромная часть населения имеет возможность, тут 5 стран еще на границе, и еще сзади 27, там сколько, 27, по-моему, стран в Евросоюзе. Они туда могут выйти, гражданские, я имею в виду, гражданские люди, женщины, мы выйдут. Скажите мне, пожалуйста, когда они начнут на Северном Кавказе бить по энергетике, уничтожать подстанции, крупные подстанции, которые раздают электричество нам, Чечне, Дагестану и так далее. Они же существуют, эти подстанции, они есть. Когда они начнут бить по ним, а я вообще не сомневаюсь, что они по ним начнут бить. Когда они начнут бить по газовым магистралям, которые, там, магистральные газопроводы, которые идут, потому же я вот дальше в Россию куда-то не хожу, я говорю даже чисто о Северном Кавказе. Тогда что мы будем делать? Вот кто-то сегодня озаботился об этом, кто-то сегодня об этом задумался. Ингушам куда ехать? Там по всей Европе тысячи программ открываются, украинцы приезжают. Я был в Чехии, видел, как украинцы приезжали, для них все уже было подготовлено, и так же было везде, и сейчас будет то же самое. И школы освободят, и больницы, и что угодно, и помещения найдут, и где-то людей разместят, накормят, и вообще даже нигде не заметит этого, бюджет этого даже и не заметит толком. А нам что делать? Вообще тишина на этот счет. Как будто я понимаю, что это не наша война. Я понимаю, что мы в эту войну втянуты только потому, что русским опять захотелось поубивать, русским опять мало земли, хотя у них там пол России пустой стоит, но им всегда мало земли. Вот у них никогда не бывает, что нам достаточно того, что у них есть, хотя у них там заселенность страны, по-моему, самая низкая в мире. А мы оказываемся опять даже не в 92-м году, когда хоть что-то было там от коммунистов осталось, тем более та энергетика, которая сейчас есть у нас на Северном Кавказе, я даже беру крупнее, да, она же вся от Советского Союза. Это все очень старое, это все очень древнее. И если в Украине, например, есть возможность, что им Румыния даст, Молдова даст, Польша даст, Венгрия, Словакия, им есть кому дать электричество, у кого это электричество есть. А нам кто что даст? Кто у нас этим всем будет заниматься? У нас есть какие-то линии, которые с Грузией, все, что было, давно обрезано. С Азербайджаном, по-моему, тоже, я не знаю, там что-то осталось. Но и то вопрос, на основании чего, почему и как они вообще согласятся России что-то давать. Поэтому просто хотелось бы сказать людям, и вот просто, вы знаете, не надо вот всматриваться в бездну вот этого безумия, да, что там вот Лоуренс Аравийский, там еще кто-то. Это безумие, потому что сегодня эпоха дронов, а не эпоха кавалерии, не эпоха верблюдов, не эпоха винтовок, Ли Энфилд, Маузеров. Сейчас совершенно все по-другому. То, что вы думаете, что кто-то хочет ваши земли, не ваши. Единственный, кто хочет ваши земли, единственный, кто использует ваши земли, кто использует вашу кровь, ваш пот, все с вас сдирает, это русские, это Россия. Все остальные в этом не нуждаются от слова совсем. И тем более это касается Северного Кавказа. Нам рассказывают русские, что мы такие важные и такие нужные и тому подобное, только с той целью, чтобы нас запугать, что вот сейчас придут хуже нас. Мы, конечно, и подарок, но придут обязательно хуже нас. Я
Я не знаю, и что у нас есть такого, да, Британия или Индия, развод халифат, СССР, там, нефтяные, там, еще в те времена. Сейчас же это так не делается. Сейчас не нужны Лоуренсы аравийские. Вообще близко не нужны. Сейчас не нужны миллионы ткачей, которые были в Индии, которые ткали там, и эти ткани у них скупали за бесценок британцы. То есть, ну, нету этого сейчас. Все совершенно по-иному. Но наши пытаются вот это прошлое натянуть на будущее, как будто бы оно вот, ну, вот оно в голове, если сидит, это не значит, что оно в реальности сидит. Оно не сидит никак в реальности. Реальность совершенно иная. И поэтому нужно уже сейчас задумываться о генераторе, о запасе топлива для генератора, об установке каких-то солнечных панелей, о поисках хотя бы, о поисках альтернативных источников энергии, потому что это будет нужно. Я вот помню в ингушских домах вот эти печки, которые можно и дровами, и газом топить, и я думаю, и раздолженных бахот, как счастливы те люди, у кого эти печки остались. Кто там не разобрал, не выкинул, не поставил вместо них там какой-то декоративный китайский камин, а у кого это осталось? Кто сегодня подумает, что нужно покупать там не лес, а палеты, которые дольше горят там и отдают столько же тепла. И, ну, об этом же не... Даже я вообще вот мониторю Инстаграм, как бы, я не знаю, может, это связано с какой-то информационной блокадой, может, это связано с тем, что как бы, ну, люди хотят закрыть глаза на реальность. Но на самом деле мы очень легко и очень быстро можем оказаться на пороге катастрофы. Энергетической катастрофы, топливной катастрофы, еще, я не знаю, там, продовольственной. Поэтому нужно думать об этом, а не о Лоуренсах аравийских, который человек английского не знает, человек не читал первоисточников, человек не читал британских историков, ничего. Вот он просто то, что ему русские. Ни одной книги, где вот была бы написана правда на русском языке, я не знаю об истории другой или собственной страны. Это не предмет, это не наука в России, это политика. Это средство манипуляции массами, не больше и не меньше. Поэтому просто подумайте о будущем. Валлахи, просто подумайте о будущем. Подумайте о том, как максимально себя обезопасить, как максимально выжить в этих условиях. Не слушайте этих болтунов, которые говорят, да не, как-то оно будет. Эти люди потом вам на помощь не придут. И когда мне говорят, что вот вы там власть хотите туда-сюда, какая у вас экономическая программа, какая у вас там еще какая-то программа, я думаю, программа выжить. Вот на данный момент, здесь и сейчас, очень бы хотелось выжить, чтобы ингуши выжили. Потому что то благосостояние, которое сегодня есть у народа, из-за этой войны, из-за этих русских, из-за их постоянного людоедского желания убивать людей и жрать чужое будущее, мы можем оказаться в ситуации, когда то, что у нас есть сейчас, для нас может стать недостижимыми благами, недостижимым практически уровнем жизни. Мы можем легко оказаться в этой ситуации. И просто людям об этом надо задумываться. И комитет только для этого создан, об этом думает и выполняет свой долг перед Всевышним, перед народом. И тут нету людей, у которых там они пришли, тут никому не платят деньги, тут никому не дают званий, тут никому не вручают наград. Ну, как бы не для этого. Давайте чуть-чуть повзрослеем. Давайте прекратим жить чужим умом. Давайте прекратим слушать этот бред, все эти разговоры. У нас есть пограничники, у нас есть там специалисты по религии, у нас есть специалисты там по нравственности, у нас все, кто хочешь, есть, так скажем, в пространстве этой русской культуры, русского оккупационного режима. Но у нас нет реалистов.
В Европе сидят, у всех дома, машины, отложенные деньги, Ановы, там, все эти ингушские генералы, министры там, и не побежали своему народу на помощь, да, а больше там между собой выясняли, потом мы видели их республику, сам же сидит, а уж сейчас рассказывает, то не получилось, это не получилось, все не получилось. Ну хорошо, замечательно. Но сейчас, которые есть, я вас уверяю, что они не сделают даже вот это. Ама доглозыжи, ам дагдуалыжи, бача. Не надейтесь. Разговоры есть. Прям будут вам клясться, это все не так. Эти там шпионы, эти там Лоуренс Арвийский, Сахамаш тут, да хорошо, мы Лоуренсы, мы там кто угодно. Да ладно, убираем нас, все, убираем. Покажите, вот просто посмотрите, покажите мне хоть одну ингушскую организацию в Европе, в Америке, там, не знаю, на Ближнем Востоке, где вот ингуши собрались и поставили задачу перед собой, что им нужно продумать тот плохой сценарий, который будет, безусловно, организован русскими, если дальше все так пойдет. Покажите мне. У нас по пальцам одной руки можно пересчитать диаспоры устойчивые. Не диаспоры, которые 4 раза собрались, 3 раза поругались и больше вообще не собирались никогда. А вот устойчиво у нас на пальцах одной руки можно пересчитать, и я вам клянусь, они держатся не благодаря, а вопреки, потому что там есть такой костяк энтузиастов, которые пытаются как-то уроки ингушского организовать, там что-то как-то удержать людей в своем ингушском культурном, религиозном пространстве. Ничего нет, просто ничего нет. Валлахи, каждый, кто в этом комитете, отдать то, что можно, нужно, все, мы распускаем комитет, всё закрываем. Если у вас есть лучше, если у вас есть лучшее решение и так далее, вперед, мы за вами. Бата. Я проехался по разным странам Европы. Вот просто в дороге, я там встречаюсь, тут встречаюсь, здесь разговоры. Никаких дел. Люди, вот вы не знаете, сколько в комитете людей. Чуть в комитете люди не только там из Европы там, и так далее, уже и с Ближнего Востока, отсюда уже ушли. Найдется, которые говорят, что мы можем делать. Но нигде нету вот у ингушей вот этой организованной силы, кроме Ким. Не, есть французы, гугеноты, там, ингуши, которые гугеноты, которые там, мы там войну несем, обещали, что мы войну какую-то принесем Ингушетию, еще что-то. Ну, они как бы ту войну, которую нам принесли, не видят, им-то плевать. В Париже похорон СВОшников никто не устраивает, и тезитов там нет, поэтому их эта война вполне устраивает. Поэтому положение дикячо. Валлахи, беллахи, таллахи, ячо. Все связано. Мамонт, хатырдык так. Хорошо, yok. Аяк идем. Дальше что? Фудия, yok. Ну, я же сказал, подумать об альтернативных источниках энергии и тепла. Вот базовый минимум. Буржуйка, вайцахан, печкиш там, печки эти, ам, генераторы, солнечные батареи, какие-то хотя бы запас топлива для генератора. Изучить, как этот генератор работает, что этому генератору нужно то, пятое, десятое, масло, не масло, сервис, не сервис, чтобы ты мог сам его. Эта ведь штука тоже не очень надежная. Они выходят из строя. Он несложный, абсолютно несложный. У нас плохое топливо. Подумать, чтобы фильтр ставить туда. Ну, то есть я не призываю к чему-то фантастическому. Я говорю о базовых вещах. И вещах реализуемых. Правильно?
Ну, получается правильно. Но для этого не нужно заканчивать МГТУ имени Баумана, да, чтобы изучить генератор, чтобы научиться этим генератором пользоваться, понимать, что он не может работать, если у тебя там генератор, я не знаю, на 2 киловатта или на 5 киловатт, что он у тебя не может там 5-4 дня, 3 дня без передышки работать, да, что он перегреться может, что он то может, что он это может. То есть это все вообще несложно изучить. Также несложно сделать у себя печь, на которой ты можешь и греться, которая дает и тепло, и на которой ты можешь одновременно готовить кушать. Понимаешь? Потому что если магистральные газопроводы где-то будут перебиты, или вот эти газкачающие станции будут дронами поражены, там будет огромный столб огня стоять, а у тебя не будет газа в республике. Ну вот здесь тебе говорят, генератор, зачем, говорит, если нет топлива, солнечные панели, говорит, дорогие, а население, как мы знаем, не шикует. Единственный выбор, говорит, это дрова. Да хоть дровами запастись. Хотя бы. Ну, знаешь, вот то, что ты сейчас говоришь, оно, конечно же, выглядит как алармизм. Как мы знаем, алармизм – это когда человек бьет тревогу раньше времени, Да. паникует. К сожалению, Говорили о топливе, да, те люди, которые стоят в очередях. Правильно я понимаю? да, А у 100%. нас как бы никакого алармизма нет, мы заправляемся Кстати без говоря, проблем. То ты есть мы правильно. алармисты, которые спокойно заправляемся, они не алармисты, которые сейчас стоят в очередях. Да, да, есть такое. Кстати говоря, это было 2 месяца назад, по-моему. Да, даже больше. 2 месяца назад где-то было это, когда мы говорили о том, что начнется вот этот хаос, о который мы сейчас наблюдаем. И тогда, ты помнишь, как некоторые люди заходили к нам и говорили: "Вы, занимаетесь пропагандой украинской Да, почему-то". да, да. Меня очень, вот иногда мне интересно бывает посмотреть некоторые, комментарии, мнения людей. И иногда я натыкаюсь на такое, что люди пишут на какие-то, м, катаклизмы, скажем, украинского производства, которые мы наблюдаем сегодня на России. А, под Когда мы это подсвечиваем и показываем это в правильном русле, там находятся некие люди, которые пишут нам, отвечая украинцам. Меня это особенно забавляет, что настолько людей загнали в информационный тупик, настолько нету альтернативного мнения и альтернативных каких-то источников информации, что люди, любой голос, который говорит, ну, голос разума, любой голос разума не могут отличить от украинской пропаганды. Украинской пропагандой занимаются украинские дроны всех типов. Морские, воздушные. Вот они занимаются украинской пропагандой. И как мы видим, они занимаются ею очень-очень даже эффективно. Да? А мы, которые понимаем, что у нас дома люди находятся в определенном информационном вакууме, да, когда им не говорят, просто не говорят, есть уже официальное распоряжение, что уголовные дела, там, статьи за то, что сняли горящий НПЗ, сняли горящий Wildberries и так далее. Типа это помешает врагу навести дроны. Они идиоты, это со спутников наводят, а не с телефонов, которые эти снимают. И просто вот, когда мы пытаемся докричаться и достучаться, что вот что происходит, вот что происходит, вот что происходит, и это за собой влечет какие-то последствия, это для меня, когда нас отрицают или обвиняют в каких-то пропагандах, для меня это все равно, что я говорю, дважды два — 4, не 6, не 1, не 8, 4.
И меня обвиняют в пропаганде здравого смысла. Ну ты Я прям так готов. не ну ты прям вот так вот в лоб не занимайся плагиатом, не надо прям Нет, ты у муфтия, у у муфтия, муфтия Дагестана, да, дважды да, 2-4. Да. Тут, воровать прямо у него некрасиво. ничего, это трофейное. Не, ну просто ты ориентируешься как-то на какой-то здравый смысл, да, потому что ни Украине, ни России ничего с того, что мы говорим, не прибавляется и не убавляется, потому что идет война, потому что и там, и тут прекрасно знают, что и как происходит. Вот меньше всего, в чем нуждается Россия, и меньше всего, в чем нуждается Украина, это в том, чтобы мы там говорили в поддержку или против. Вот вообще без разницы. Мы комитет ингушской независимости, и мы выступаем в интересах ингушского народа. И нас волнует ингушский народ и Ингушетия. Нас не волнуют судьбы всего мира. Мы не собрались за все хорошее против всего плохого в этом мире. Это же так, конца. Ну, вообще-то это так, конечно, но люди, к сожалению, правду воспринимают как пропаганду, а пропаганду воспринимают как истину последней инстанции. Больше всего меня забавляет, вот был пост один про удары по МПЗ или что-то, и там 900 комментариев, это на Фейсбуке, на киновском Фейсбуке, и там 900 комментариев. Я захожу в эти комментарии и вижу, что там украинцы рубятся с русскими. Кто кому больше навредил, кто кому больше там чего-то сломал. Русские там говорят, что сейчас вы рухнете, украинцы тоже им что-то отвечают. Я читаю, и в какой-то момент меня осеняет, что у нас написано «Галгай комитет». Русские, которые там пишут, скорее всего, понятия не имеют, что это вообще-то ингушский канал. То есть, живя с нами в одной стране, понятное дело, не по нашей воле, они знать не знают, кто такие Галгай, да, как там написано, Галгай, они знать не знают, кто это такие. И думают, что это какой-то украинский канал, и там спорят с украинцами, и нам тоже пишут, как будто мы украинцы. То есть вопрос в том, что, понятно, там и боты присутствуют, и всякое разное есть, но суть в том, что люди, многие не понимают реально, что, не знаю, не могут оглянуться вокруг, что горят там, склады, люди стоят в очередях за бензином, все становится хуже и хуже и хуже, но включив VPN, потом включив еще один VPN, чтобы этот VPN работал, человек заходит, чтобы написать комментарий в Фейсбуке, который запрещен в России их же властью, что у них все хорошо. Вот парадокс. Я просто в этих людях я вижу вот реальную, настоящую, добровольную или платную, из желания там карьерного какого-то роста, или чтобы ему просто русский хозяин косточку кинул там, или кусок мяса, пропаганду. Вот это называется пропаганда. Когда ты не можешь даже в интернет войти нормально, ты должен там купить VPN, а потом ты должен позвонить еще щучу какому-нибудь или девичьему там племяннику, брату, я не знаю, кому в Европу или в Грузию или в Турцию, чтобы тебе оплатили, чтобы там на карту закинули, потому что это с Россией ты уже никакими картами ничего нигде, никакой сервис оплатить не можешь, да? И потом, чтобы все эти операции произвести, скрипты из виртуальных карт, и чтобы сказать: нет, у нас все отлично. Стоя там 6-й час на заправке, чтобы получить эти несчастные 20 литров. У нас все классно. Вы там рассказываете нам, что у нас все плохо, а у нас все классно. Потом отключить телефон и сказать: да, алхейр мудиуху надо, ему кордецу не дают. Вот это пропаганда. Есть там
шмиманяны, они там миллионы получают за это. А эти либо бесплатно, либо просто вот манкуртизм головного мозга. Ну, человек включил 3 VPN, чтобы в Фейсбуке написать про Лоуренса Аравийского. Понимаешь? И о том, что индусов британцы убивали гораздо больше, чем ингушей. И поэтому мы должны быть в составе России. Ну, проблема же не в этом. Проблема в том, что не будет России, в которой вы хотите быть в составе. И не по нашей вине, к сожалению, как бы это ни было прискорбно, не по нашей вине. И не по украинской вине, а по вине самих русских. Потому что они не умеют жить для себя. Эти люди не повернуты вовнутрь, а развернуты вовне. Психология такая у людей. Это какое-то просто проблема в том, что для меня вот реально бывает страшно, когда я знаю, что человек приехал из дому, он сидит в Европе и еще и насмехается над тем, что происходит дома. Эй, там вообще, короче. И я такой смотрю и думаю, ты вообще нормальный, ненормальный. То есть ему делать нету. Потому что я сначала думал, что он сам по себе такой, а потом я понял, что это его такая психологическая попытка, знаешь, не брать на себя ответственность. Если я как бы отрицаю, что дома там грядет беда, то что мне предпринимать? Такой самообман. Вот мы народ крайностей, да? Мы, когда заболеем, хотим одной таблеткой вот вылечить все сразу и так далее, да? И мы всегда, вот я просто с этим, не знаю, может, кто-то нет, но я сталкивался с тем, что ингуши всегда хотят решить проблему. Вот здесь и сейчас реши мне ее. А и тебе же говорили, вот это не делай там. Но это уже все сделано, это Делдиахан, так было предписано, короче. А вот давай теперь, вот прямо сейчас реши ее. Так нет ей решения. Очень мало в этом мире проблем, решить которые можно вот так вот щелчком пальца человеку. Тем более, если ты знаешь, что эти проблемы могут быть, и они уже даже не гипотетические, а вполне себе осязаемые и обозримые, да, ничего не предпринимать, а потом кричать, это не поможет. Никаких моментальных решений нет. И когда я говорю о каких-то там базовом минимуме, что надо предпринять, я не говорю тебе, что ты должен сегодня же ночью немедленно выскочи из дома, взломай магазин, где продают генераторы, замок, или вытащи хозяина этого магазина из постели, притащи его и купи у него сразу этот генератор купи. И сразу этого же человека заставь там хозяин научить тебя им пользоваться. Или печника разбуди, чтобы он тебе печь там дома сделал, или сам там собирай. Но нету такого же. Ну, есть еще время. И то, что я говорю, я же не говорю о каких-то страшных финансовых расходах. Я не говорю о каких-то там ужасных инвестициях, которые люди должны сделать. Это все потом можно и пользоваться, и продать, и так далее. Но это какой-то базовый, хотя бы базовый минимум. Кдохама ждут сырох. Мы не говорим о каких-то великих там свершениях. Но базовые вещи сделай. Вот ты поставил себе газ, да, он сейчас тоже дорожает, но он все равно дешевле взлетающего в небо бензина. Вот ты поставил себе это газовое оборудование, когда его можно было поставить за вменяемую, а не за все деньги мира, то не надо сейчас стоять потом в очереди и ждать там, что через месяц у тебя получится это сделать. Ну разве не так, Ансар? Ну, ты знаешь, есть очень интересный момент, когда мы, ну, все мы помним,
времена, и сейчас, наверное, вероятнее всего это есть, когда человек строит дом новый, да и старый у кого есть. У нас есть такой обычай строить а, колодец. Мы строим колодец сразу во дворе. Потом у нас есть такая досадная реальность, что мы вынуждены откуда-то нести газ. Что ты за свои деньги несешь этот газ, оттуда подключил где-то, сварщика нанял. Потом ты покупаешь столбы бетонные, ставишь эти столбы, протягиваешь свет. Соответственно, новостройки расширяются, этих старых трансформаторов не хватает, они начинают проседать. И вечная проблема просадки электричества. Потому что вместе... Да, есть микрофон, Мамад. Хайр халиджист, говоришь. Вместо того, чтобы 220 вольт были в энергосети, там падает до 160 и ниже. И возникает здесь один вопрос. Что за государство, в каком государстве мы живем, и за какое государство этот Батыр Богатырев, я вспомнил сейчас там, пишет и рубится в комментариях там где-то на киностранице, где человек фактически, де-факто является сам себе государством. Государство – это стричь с него деньги. Земельный налог, налог на электричество, которое он подвел сам, налог на газ, который он подключил сам, налог на воду, канализации нет, естественно, городской. Человек вынужден сделать выгребную яму без соблюдения каких-либо технологий. Скорее всего, он даже не слышал, что какие-то технологии нужны, чтобы выгребную яму сделать в огороде. Многие люди не знают, что нельзя просто взять и пустить отходы просто в грунт. Выгребная яма, она не может быть поглощающей. Она не должна быть поглощающей. Это заразно, это вредит экологии, потому что у нас там грунтовые воды. Люди не понимают, что так нельзя. Вот представьте, у тебя в огороде есть выгребная яма, в огороде, где стекает вся канализация в грунт, и тут же у тебя есть колодец во дворе. Понятное дело, что с помпой ты с колодца грунтовые воды не качаешь, ты туда заливаешь. Но, возможно, утечки, и все-таки это опасно, если даже все убрать. Это неправильно. И самое главное, что люди не понимают, что этого делать нельзя. Да о чем говорить, если мы грунт куда-то уходит, канализация, это еще... О чем я говорю? Люди в Сунжу просто берут в реки, закидывают канализацией. Почему так происходит? Потому что отсутствует культура пользования окружающей средой нас. Но нету культуры. А культура не возникает, потому что люди привыкли так жить. Людям так нормально. Людям не прокладывают коммуникации, которые должны быть проложены. Республика наша – это же совсем маленькая территория. Просто это как один небольшой район какого-то крупного города, российского или другого. Это может быть просто сделано буквально за считанные часы, дни, месяца, в зависимости от объема масштаба. Вот смотрите, допустим, кадыровский режим. Рядом кадыровский режим. При всей ненависти к их режиму, при всей их человеконенавистнической сути, мы знаем абсолютно безбожный режим кадыровский, который они построили. Но в нем есть какие-то положительные стороны все-таки. Нельзя отрицать положительные стороны. Положительные стороны в том, что они вкладываются в инфраструктуру. Хотя бы в город, а не в Грозный. Ну, посмотрите на Грозный, потрясающий город.
Вот новостройки сейчас, которые они делают, просто потрясающие новостройки. Не отличишь просто это где-то в Дубае или это улица или район, квартал в Грозном. И посмотрите рядом на Ингушетию. Нет, я исхожу из тех реалий, в которых мы находимся. Понятное дело, мы ни в коем случае не восхваляем ни эту ситуацию, ни режим, ни все, что с ним связано. Но я говорю, при всем вот этом, при всей вот этой их, скажем так, предательской сущности, в них все-таки есть, мы видим, какой-то административный порядок, какая-то иерархия. Они же, вот наши вот эти ингушские националисты, в кавычках, которые любят там гордиться, мы грозненские, мы оттуда, мы отсюда, мы там грамотные, эти неграмотные, те неграмотные, эти колхозники и так далее. Но эти колхозники, что дашь царя, они построили колоссальные объекты с работающей инфраструктурой, с канализацией, со всем прочим. Я не говорю там где-то в деревне, хотя любая чеченская деревня, я больше чем уверен, живет лучше, чем любая ингушская деревня, если по факту взять. Это не идеал. И близко даже нет. И вообще ничего не сравнится с свободой и независимостью. Ни одно здание, ни весь мир, все золото этого мира не стоит свободы. Это не обсуждается. Но я говорю тем людям, которые сегодня пытаются нам что-то доказать за республику, что-то там, когда мы говорим, у нас получилось, не получилось. Ну вот посмотрите на колхозников. Почему у этих колхозников получилось в 100 раз лучше, чем у вас? Почему эти колхозники строят Дубай, а вы не можете построить, не знаю я, послевоенный Грозный даже? До сих пор до уровня Грозного, до военного, вы не дошли. А они его отстроили заново. В чем проблема? В чем ваша проблема? Чеченская республика в 3 раза минимум больше, чем Ингушетия. Если вам доверить в 3 раза больше территории, чем Ингушетия, что вы с ней сделаете? Ее в Африку превратите? У вас воды нет. Если вам в 3 раза больше республику дать, вам в руки, если ее дать, что вы с ней сделаете? У вас тогда получится не одно Плиево будет без воды, а 3 Плиева. Ни один Малгобек будет без воды. Всю жизнь Малгобек без воды. Всю свою жизнь. Валлахи, билляхи, таллахи. Я радовался искренне, когда в кране вода идет. Всю жизнь я прожил 34 года, по-моему, 32 года. Сколько я прожил в Малгобеке. Когда ты открываешь кран, и там идет вода, ты радовался. Вы представьте себе такую ситуацию. Это же абсурд. А если она еще идет с напором, что ты можешь помыть там двор со шланга, это вообще счастье. Я не понимал многое, я думал, так должно быть. Альхамдулилля, что хоть вечером и утром идет. Потому что я помню времена, когда я за 3 улицы ходил с ведрами за водой. Альхамдулилля, ханс из Украныч хотя бы серин дуалаш. Хал сот улиц дех, коурм дех, со вахт везж. Вордингиш, флягаж утя. Эррик улиц бархижиш. Хорошо, это же неправильно. Почему мы не задумываемся о этих вещах? Они тратят миллиарды в день на войну. Миллиарды. Представьте себе, сколько денег. Вот кино Деркаса голливудский. И там они там где-то на морозе оказались. И он говорит, я больше не могу, у меня замерзли руки. И он говорит, возьми, говорит, одну пару перчаток, у меня, говорит, две, говорит, а то у меня руки спотели. Вот здесь то же самое. Оказывается, у вас было столько денег, просто вы на золотой горе денег сидели, а люди здесь же голодают до сих пор. Ни воды, ни экономики нормальной,
Ни газификации, пол России до сих пор без газификации. Страна бензоколонка с бензином по 120 рублей, а тогда еще там сколько, 35-40 рублей было. В Дубае, в Эмиратах в целом, литр воды, вот я помню, я там жил где-то больше года, литр, литр воды и литр бензина стоил одинаково. Даже, по-моему, литр воды был дороже, чем литр бензина. Это, если пересчитать на русские деньги, это получалось дороже, чем российский бензин. Немножко дороже получалось. Но литр воды обычный сколько стоит в магазине? Вот представьте себе, экономика, она так выстроена, не может литр воды стоить дороже, чем человек может себе позволить. Мы же это понимаем. Не может же 500 рублей стоить литр воды. То же самое это там. То есть местное население зарабатывает столько, что для них это приемлемая цена. Заплатить 5 дирхамов за литр воды. Если я не ошибаюсь, 2,5 дирхама стоил литр бензина. Даже наполовину дешевле, по-моему. И это такая же страна-бензоколонка. Почему эта страна-бензоколонка живет так, где арабы в халатах до сих пор и тапочках ходят, как верблюды, просыпаются в обеденный намаз только они, а потом не ложатся до утреннего. Там до обеда на улице ты никого даже не встретишь, кроме как в мечети. Почему эти арабы могут, вы не можете? Вот это все, вы понимаете, люди не вот люди, и когда люди еще держатся за это, люди еще, ну, мы видели этот мир. Я был около 12 странах этого мира, если не больше. Вот навскидку, около 12 стран, наверное, я посетил. Не транзитом, я имею в виду, транзитом, наверное, еще больше, там, не знаю сколько. И когда ты выходишь за пределы, ты видишь этот мир, ты ездишь по нему. И в бедных странах я был в самой бедной стране мира, в Нигере. Я был в Бангладеше, я был в самых богатых странах мира. Катар, Эмираты, Саудовская Аравия. В Малайзии я был. Я видел, что люди, все сделано для людей. И люди себя в этой своей стране чувствуют у себя дома. У себя дома они себя чувствуют. И бедный, и богатый чувствовал себя частью этой страны. И не боялся, что завтра утром к нему залетят, его заберут, сломают, переломают за намаз, за мечеть и так далее. А я жил в страхе всю свою жизнь практически, сознательную. Не зная, сколько мне еще отведено. Я же там что-то сказал не так, может быть, сделал не так и так далее. Ты все время живешь в ощущении страха. Ну, внутренний страх не имеется в виду, что буквально дрожишь, ходишь. Тревога внутренняя, все время ты начеку. Ты не можешь так жить. Так нельзя. Я в прошлом эфире тоже говорил. Я в Бангладеше, когда жил, я по всему Бангладеш летал без паспорта. И для меня это шок был. Потому что я не мог с Малгобека в Назрань поехать, не проехав 3 поста с блокпостами. А тут на самолете ты летаешь по стране, чужой стране, ты даже там гость, ты никто там фактически. Это же неправильно, это так не должно быть. Поэтому со временем, когда ты видишь этот мир, ты видишь, как живут люди, тебе приходит осознание, что так быть не должно, так это и раньше ко мне пришло, естественно, с религиозным пониманием. Религиозное понимание, оно открывает тебе глаза гораздо быстрее на окружающую ситуацию. Ты видишь, что так не должно быть, с точки зрения религии так не должно быть. А потом уже социальное и все остальное подключается, когда ты начинаешь видеть мир. Поэтому я говорю за эту воду. Мне в голову даже не могло прийти, что так не должно быть. Я когда ездил к родственникам на Назрань, валлахи, я просто радовался, и мне завистно было
по-хорошему, что у них круглый год идет вода в кране. Это весь. Милбах кегры на самом деле. И это в стране с амбициями захватывать чужие страны. И потом какой-то батыр заходит мне в комментарий и начинает мне втирать про какого-то англосаксов, которые решили нас освободить, чтобы нас захватить. А вот лучше вообще. Хилу дицу англосаксы. Хилу дицар хи хотя бы. Хотя бы хилу дицар. Батыр. Хи дуаришен кранач. Субханаллах. Сабрни, остановись. Не, вообще я хази. Тут Элементарно. фамилия хочешь что-то спросить. Не, элементарно. Хаммади здесь, кадуха ладуца цвей. Просто хи Да, яхвей. да, вот кто воду принес, тот и молодец. Аллаху акбар. Тот и Лоуренс, я? Че отец я оказывается, говорит. Ну да. Наш Лоуренс даже деньги не надо нести, а золото не просто воды. Просто вот. Шланг с водой притащит. А да, Лоренс вены. Помего рота, да? Лоренс вен хилурю наха цахал мегирта, да, уже. Не, действительно, у нас не надо бегать, там, оружие раздавать, подбивать. Достаточно водопровод делать. И вокруг водопровода может образоваться нормальная республика. Нормальное государство. Просто это опасно воду дать. Ты сегодня им воду дашь, завтра они тебе уже мало ли что. Еще газ бесперебойный и свет попросят. Ну да, это наш аппетит появляется. У кого вода есть, тот и буржуазия, да, вот, вернее, у кого есть свет, вода и газ, то это уже аристократия будет. Салам алейкум, рахматуллахи самайдин. Аисталам. Аристол. Мухаммад, искал рюкхат бизнес был, просто помнишь этот тарелка такой триколор МТС, это утижман. Духаю, вот у тебя была такая тарелка для телевидения? Ну, дома не было. Тут в Европе какое-то время пользовался, потом... Ханаляха, если ты посмотришь, в этих республике почти каждый день, каждый дом или каждая квартира смотрит эти телевизоры. Именно вот это вот первый, второй, третий и 25-й российский канал. И то, что они там, я разговариваю, Камал, даже есть уже. И мне реально кажется, что я разговариваю на русском языке, и они на китайском, мы друг друга не понимаем. Кроме вот этих вот первый, второй, третий НТВ канал, все остальные врут. Вот эта вот пропаганда, что покорила мозги этих бахш, неважно, Галгай, Бали, Нохчи, Бали, Сели, Бали, именно в России кто живет. И проблема есть, когда мы говорим, то, что ты говорил, хотя бы буржуйки запасать, это такие элементарные моменты, о которых не надо даже говорить. Так, к этому можно наоборот, так, язык, кто разбирается, что к чему идет. Не? Даже я иногда, так уже, когда, не знаю, насколько это правда была, Бахканах, вагон шпека, Сибири, Таболчан, Сталина, Дахо, Юхдеза, Давиаш, Хамялыш, Хамбяш. Не знаю, это правда была или фейк. И вот это вот, я типа, вот эта таблетка нужна, от всех болезней. И хотя бы на 1, на 2, на 3 шага посмотреть, запрограммировать, что будет, как будто в шахматы играть. И следующий шаг какой будет, какие проблемы нас ждут, например, при Wildberries Озон сейчас, они, также удивительно, разбомбили там практически все. И почему это происходит? Или вот это вот люди не умеют, потому что запрограммирована этой пропагандой, что у нас все хорошо, у нас все отлично. Wildberries и Озон, они крупнейшие кредиторы, банковские кредиторы, крупнейшие на триллион рублей они закредитованы даже. И если они сейчас они упадут, пойдет банковская система. Это элементарные моменты, это как домино. Почему это все происходит? И когда они сидят, смотрят этот первый, второй канал, они не могут об этом думать. Они как будто ты объясняешь высшую математику первоклассникам. Я не говорю, не хочу сказать образованно, но они другой альтернативы у них нет, как будто это параллельная реальность.
То есть я думаю, как будто они в коме или там в литургический сон, да, и мы пытаемся, у них в горячем доме, и мы пытаемся их разбудить, сомдул, они спят, они не могут проснуться, потому что они в коме и не понимают, что происходит. Я не знаю, насколько это, я имею право посоветовать, и хотя бы альтернативные источники информации. Первый, второй канал, да, я YouTube, черт, его уже канал. Блокированный YouTube. Блокированный YouTube. Даже у них же есть 33 VPN, чтобы зайти в этот Facebook. Пускай заходит через 33 VPN и пишет комментарии, читает другие источники информации. Насчет России, Россия, по некоторым источникам 65 миллиардов рублей в день они тратят. 65 миллиардов рублей. Годовой бюджет Ингушетии 44 миллиардов в этом году. Они в день тратят 65. И не могут эту воду, газ и это сделать. Я не могу понять, почему люди такие России, да, ждали. Подписать, принятие, да, это же ваши деньги там тратятся, если вы такие патриоты. В день в 1,5 раза больше тратит Россия на войну в Украине, чем год тратит на вашу Ингушетию, на вашу вторую родину. Если хоть у вас вторая родина, как это может быть? Вторая, третья, десятая. Самая хорошая уже с родиной. Суфалы, которые сидят и озвучивают аравийские, пишут эти комментарии. Как вы заходите в Facebook через 3 VPN, зайдите в альтернативные источники информации, почитайте, что происходит в мире. Стал безумным ужасом. И как будто мы разговариваем на разных языках. Я не знаю, даже со своими близкими, с близкими нахцань даже, я не могу с ними язык найти. И я иногда думаю, и самая проблема в том, что когда мы там находимся, я был таким же, я не понимал, что происходит. Когда ты сидишь в этом болоте, и со всеми лягушками, дикант монтаж. Я с тобой сказал, что это сравнение, для меня это такое болото, которое нет выхода, если там не выйти из состава России с Украиной. И непонятно, что происходит. Как только мы выходим, тогда только понятно, насколько это все просто оказывается делать. Оказывается, свет не выключается. Свет уезжает, оказывается. Вот такие вот, оказывается, можно жить. Это чудеса, это миракл. Я не понимаю. Оказывается, вот Ансар сказал, Бангладешу, я распечатаны А4 листовки, принтеры цани. Я купил билет на самолет и полетел в другой штат, с Америки, видишь? А вот проблема, распечатанным бумагой. Ни грин-карта, ни паспорт, ничего, ни права, ничего абсолютно у меня не было. Ты должен понимать, что можно просто жить. Оказывается, можно жить просто. А знаешь, мама, что надо, чтобы просто жить? Вот здесь человек тоже написал, у нас была война, и вот поэтому надо проезжать посты, которые стоят через каждые 50 километров. У нас не была война. Дело не в том, что была или не была. Она была, но имеется в виду, она перманентна. То есть в моменте она существует. Дело в том, что любая колониальная держава, которая колонизировала людей, она обязана, она должна всегда нервничать, всегда быть начеку, всегда контролировать. Не может она расслабиться, потому что она ждет подвох. Я и раньше об этом говорил. Вот в чем проблема. Проблема в том, что Россия, Российская Федерация, она захватила чужие территории, захватила чужие земли и удерживает эти народы. И теперь она все время боится этого сепаратизма, боится, что там какие-то настроения поднимутся, что какие-то национальные движения начнутся. Поэтому ФСБ должно работать 24/7 сменами, все время кого-то слушать, чтобы кто-то не дорвался до власти, легальным путем не пришел какой-то национальный лидер, не объявил какую-то революцию и так далее. То есть это огромный труд. Вы понимаете, есть такое выражение арабское: если ты кого-то поработил, ты уже не свободен. Ты не можешь быть свободным, ты уже поработил кого-то. Тебе нужно все время за него беспокоиться, чтобы он не ополчился против тебя, не убил тебя, не сбежал от тебя.
Здесь вот в чем проблема. Поэтому эти посты стоят, поэтому эти так называемые меры безопасности и все, что с этим связано. Вот в чем вся беда. Вот когда в Украине я был, я война идет. Вот недавно, летом, в начале лета, идет война, фактически воюющая страна, не мирная. С Киева я поехал до Одессы, это сколько там километров, и оттуда еще дальше, где-то 600 километров. По всей Украине я проехал 600 километров. Десятки постов. Ни в одном месте я даже паспорт не показал. Ни один человек даже паспорт не спросил у меня. В воюющей стране. А в России, не воюющей в тот момент, невозможно было до Москвы доехать, не проехав, не зарегистрировавшись, 500 постов не проехав, везде тебе паспорт нужно отдать. Эти менты заходят в этот автобус, ходят там надменно, нюхают что-то, обнюхивают, там эти твои сумки смотрят и так далее. Понимаете, почему это происходит? Потому что Украина, она не колониальная страна, она не колонизировала никого, поэтому она не парится. Она доверяет своим гражданам, государство доверяет на каком-то уровне своим гражданам, как и другие страны. Но российское государство, оно не может доверять гражданам, потому что не считает их своими гражданами. А они не являются гражданами. Они являются порабощенными. Их предки, имеется в виду, в данный момент кто-то не осознает, но это же историческая память, она же включает... историческая память – это очень опасная вещь. Это как танец с факелом в пороховом погребе. Понимаете? В любой момент там один фитиль зажжется, и весь погреб взлетит. Здесь то же самое. Это историческая память, она такая. В какой-то момент она может где-то искра пойти, и взрывается народ. Вроде нормально все было. Поэтому они парятся. Вот что я хотел сказать. Мухаммад Зиановичу, Шихан Дагдигарсу. Вот Мухаммад говорит, что у нас дома там сидят на этих 3 каналах, слушают этот бред. Это государство построило такую информационную политику, вот сейчас бежавший на Запад сотрудник ВГТРК России рассказал о том, что они для Путина готовят отдельные выпуски новостей. Не те даже, что показывают в стране. Вы представляете, они до чего дошли? Я вот представляю, что бы было бы, например, если бы Брежневу, там, я не знаю, Андропову или Сталину или кому-то даже из советских лидеров показали бы отдельный выпуск новостей. Не то, что показывают всем. Они его, даже его, эта система, это российское государство, оно даже лидера своего, оно дошло до такого маразма, что они даже своего лидера, как он сидит, вечно жалуются, надули. Вот его надувают каждый день. Вот если ему делают поддельные новости, представляете, какой шлак сливается людям в уши. И я поэтому кричу об этом и говорю, Мухаммад, потому что я знаю, что люди находятся в информационном вакууме, что в информационной блокаде. И знаешь, вот наши же ингуши здесь в Европе говорят, это хроники войны. Вот сегодня я слушал одного очень крутого российского экономиста, который сказал, он работает с цифрами, он работает со статистикой, да, он смотрит, где, чего растет производство, падает производство, там, все как бы в развитии, в динамике. И вот он сегодня сказал такую фразу, что, говорит, статистика в России, прогнозирование экономическое в России потеряло всякий смысл, потому что ты не можешь ничего рассчитать и посчитать. Все зависит не от каких-то внешних факторов на рынке, погодных условий, там еще каких-то макро, микроэкономических там показателей. Все зависит, говорит, от ударов дронами. Вот если сегодня, говорит, дроны разбили, например, ударили по российской оборонке, и то потом, когда начинают выяснять, куда они попали, что они, там ракеты еще ударили по многим российским оборонным предприятиям, говорит, вот те, кто ведут российскую оборонку, да, там же сидят экономисты, которые рассчитывают, сколько нужно сделать вооружений, за сколько их государство купит, там, за сколько уйдет на экспорт и так далее. Он говорит, что тут можно посчитать, когда сейчас
сейчас, после последних ударов ракетами по вот этим центрами, дронами, убытки российского ВПК превысили его прибыль в этом году. Что ты будешь считать? И говорит, это же не конец, завтра же могут ударить еще, и тот же ВПК уйдет в резкий минус. Или же, если мы говорим о каком-то ценообразовании продуктов, оно зависит от того, насколько будет доступно топливо и сколько этого топлива будет. Опять же, говорит, мы не можем рассчитать. Поэтому те, кто это называют хроники войны, те, кто говорит сегодня так, завтра по-другому, это очень удобно говорить, когда ты без VPN в интернете сидишь, когда у тебя все мировые каналы в телевизоре, ты можешь посмотреть, что даже в Иране об этой войне говорят и что в Америке говорят. Просто вот в Америке есть Трамп, который живет в своем выдуманном мире, переименовывает озера, там, заливы, океаны. Есть его там какая-то активная группа поддержки, которая тоже себе там придумывают Ормузский пролив объявили территорией США. Ну вот занимается, в общем, таким клоунадой, я не знаю, как это еще назвать можно. А есть люди, которые в России целенаправленно с утра до вечера врут, обманывают. И это государство, кто это? Солженицын, кажется, сказал, что они знают, что мы знаем, что они врут. И мы знаем, что они врут. И вот так эта страна живет. Она при коммунистах жила. 70 лет они людям врали про коммунизм. 70 лет они врали людям, что Бога нет. 70 лет они рассказывали, что вот к какому-то там 1960 году, 70-му, 80-му мы построим коммунизм. Хрущев обещал пожать руку последнему уголовнику в СССР. Вот они в этой лжи погрязли, они вот другого образа жизни они даже не приемлют. И большинство, скажем так, этих русских, которые типа образованные из Москвы там и из Питера, убежали на Запад, спасаясь там от диктатуры тирана Влада Путина, они продолжают жить в этой лжи даже здесь, на Западе. Так что бойцам наха бех бахрещаться, они как бы, ну, наши люди не виноваты, поэтому кричим, пытаемся достучаться. Виноваты ингуши, которые выехали, которые находятся в свободном мире, которые без VPN сидят в интернете, да, продолжают отсюда, из Европы, писать, из Америки, из откуда угодно, писать ложь, заниматься фитной, заниматься чем угодно, любой идиотизмом, они информационным занимаются, кроме как что-то сделать по делу. Рассказать людям, что Wildberries не где-то там обломки упали, а целенаправленно выбивают эти склады, что НПЗ целенаправленно выбивают, что никаких обломков там не падает, туда падает нормально так 50, 100, еще чего-то килограмм взрывчатки, я не знаю, эти термобарических зарядов, зажигательных зарядов, чего угодно. Что все это не случайность. Стояло. Я так сам Уолсон, и хотел бы твое мнение узнать. Что насчет, если тот кризис, который идет, ты видишь, ну, предполагаемый, да, что это, по крайней мере, Гуждос уже даже, или там даже будет хуже. Ведь, боже, вот семья, где есть 3 пацана, чтобы один хотя бы уезжал оттуда. Неважно куда, в Малайзию, Дубай, Турцию, неважно куда, чтобы завтра хоть как-то мог помогать своей семье. Вот там зона. Ну, конечно, если хотя бы один человек из семьи уехал и где-то находится на территории, где без VPN интернет работает, и где-то он устроился на работу и зарабатывает хотя бы столько, чтобы, извини, отправить домой там спокойно 200 евро, хотя бы я вот беру самый минимум, чтобы купить там этот за пару месяцев или за месяц собрать там на генератор, то, конечно, это было бы очень полезно нашим, чтобы хотя бы один из 7 человек, арахугош, это было бы, вот я вот сейчас это предложил, я когда-то давным-давно поднимал эту тему и говорил
о том, что вот если дома из 7 хотя бы 1-2 хотя бы уезжали бы и где-то закреплялись в мире, были же возможности. Мы же помним, как все 2000-е была возможность уехать. И дальше вплоть до этой войны можно было уехать. Даже когда началась война, я знал, что будет мобилизация. Валлахи, билляхи, я знал, я кричал об этом очень многим, что смотрите, будет мобилизация, лучше уехать. Сейчас пока еще все не перекрыты каналы. Если начнутся экономические проблемы, система начнет рушиться очень быстро, если выплаты остановятся. В этой ситуации никуда бежать, я считаю, не нужно. Нужно людям скооперироваться, собраться и провозгласить независимость и полностью отделиться от России. Тогда у нас есть шанс создать собственное правительство, собственные органы власти и найти поддержку от соседних стран. Есть фонд спасения стран, новых образований. Есть очень много механизмов мировых, которые помогают новым образованиям государственным и даже на безвозмездной основе. То есть в мире хватает денег, чтобы помочь таким маленьким, таким небольшим по численности людям. И, естественно, тем самым мы выходим из санкционного бремени, которое лежит на России, потому что не являемся ни русскими, ни россиянами. И все, что с этим связано. Нужно выстраивать, я считаю, свое будущее, а не бежать куда-то, чтобы 200 евро заработать и отправить их домой. Вот чем мы должны заниматься. Весь Кавказ, имеется в виду, этим должен заниматься. И даже не только Кавказ, весь остальной, все народы, которые колонизированы, которые могут это сделать. Те же буряты, и якуты, и калмыки, и все остальные, и татары, все, кто могут, должны, как известная фраза, крылатое выражение, взять суверенитет, сколько они могут его взять. И налаживать отношения с тем же Казахстаном, с тем же Азербайджаном, с той же Грузией и так далее, и так далее. Ситуация начнет очень быстро меняться. И здесь мы должны быть готовы отвечать на вызовы этого времени, а не сидеть в одной лодке с утопающими. Ни в коем случае нельзя. Тем более в то время, как мы не добровольно попали на этот корабль. Хозяева этого корабля решили его утопить. Прекрасный шанс покинуть этот корабль и выстраивать дальнейшую свою жизнь. Здесь один человек пишет, что РФ воевала с Ичкерией, РФ все время воюет, потом с Грузией, сейчас с Украиной. РФ все время воюет. Это мое видение. Брат, это не твое видение, это реалии. Это реалии, допустим, если мы слишком далеко даже не будем уходить, вот новой истории, новейшей истории, в 1939 году Советский Союз напал на Финляндию. В 1939 году. Потом через год оккупировал страны Балтии. Потом в 1956 году напал на Венгрию. В 1968 на Чехию. Потом в 1979 вторгся в Афганистан. Только вышел с Афганистана, Советский Союз развалился. Новая, казалось бы, страна должна была образоваться в 1991 году. Война в Грузии случилась, известная. Прям разваливающаяся страна учинила вот эту сепаратистскую опухоль, которая до сих пор болит у Грузии. В 1992 году, как мы знаем, то, что случилось в Ингушетии, кровопролитие, этническая чистка. Попутно новое образование, ельцинское, либеральное, так называемое супердемократическое, ни грамм не красная империя напала на Приднестровье, то есть на Молдову, и отколола Приднестровье. Потом, через год, долго не ожидая, в Абхазию вторглась. Сегодняшнюю не вторглась, а учинила вот это, то, что мы видели. И уже дальше события, 94 год,
нападение на Ичкерию. Война, потом Дагестан, 99 год. Вторая чеченская кампания, так называемая. Казалось бы, Путин должен был успокоиться, но в 2008 году он вдруг решил снова напасть на Грузию. Схинвал, все, что с этим связано, опять так называемые миротворцы. Все мы это прекрасно помним. Попутно на Кавказе шла так называемая контртеррористическая операция. Де-факто это была война по уничтожению кавказской молодежи. Потом в 2014 году Путин решил аннексировать Крым. Напал на Крым, без крови, практически забрал Крым. Потом события в Донбассе, которые происходили, мы помним. Потом в 2015 году в Сирию вторгся. Начал утюжить, бомбить сирийский народ, суннитов, поддерживая просто маргинальную вот эту политическую шайку бандитов, асадовскую мразь, больше другого имени у них нету, вот этой семьи их, начиная от Хафиза Асада, который пришел в результате переворота, его сын и так далее. Утюжили. В 2018 году им опять не сидится, они в Центральноафриканскую республику вторглись по сегодняшний день. Этот Вагнер был, потом африканский корпус сейчас там просто режет, убивает, издевается над суннитским населением. И, конечно же, вот эта война в 2022 году, полномасштабное вторжение в Украину. И это всего лишь вот то, что я перечислил. Я не знаю, сколько я перечислил конфликтов, войн, какие-то, может, пропустил, но 10-15. Это всего лишь вот за последние вот эти, сколько это, 70-80 лет. Поэтому сказ о том, что хотят ли русские войны, можно посмотреть на историю. Они же никогда ни на кого не нападают. Они всегда всех защищают и всегда против всех освобождают. Они всех освобождают. Кроме себя. Поэтому, Тебя они ни разу не освободили. Поэтому, брат, это не твое видение, это факты. Это факты. Ансар, у вас уже 1:00 ночи. Может, закругляться будем? Хорошо, дикуды, ахетсун, иншаллах. Хай уже. Нахкят бамбуба. Аллах беркете долды ваших китер. Аллах беркете болбе болху и кахигам уснаху. Пейден болчуара. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Wa alaikum assalam.